Терять территории болезненно для любого государства, как для лидеров, так и для населения. Теряли кыргызские территории и Аскар Акаев, и Курманбек Бакиев, поэтому граждане им этого до сих пор не прощают. Но они хотя бы пытались решить пограничные вопросы. А за 6 лет президентства Алмазбека Атамбаева в этом отношении абсолютно ничего сделано не было, хотя он и объявлял васюковские планы. Атамбаев и его окружение уничтожали государство на корню и занимались только личным обогащением и за счет лицензий на разработку месторождений, и за счет строительства ЛЭП или автомагистралей, и даже за счет ремонта ТЭЦ, что для президента или его премьер-министра было низко, но они ничем не гнушались. Поэтому Азимбек Бекназаров, уезжающий послом в Малайзию, сказал на неделе, что нынешнего президента можно уважать хотя бы за то, что он остановил эту атамбаевскую вакханалию. Атамбаевтың секретарлары, Атамбаевтың шопырлары мамлекетті басқарып қойған. Государством стали управлять секретари и водители Атамбаева. Но Джейнбеков смог сломать этот режим. Это не игрушки. Мы раньше боролись и побеждали через кровь, а он победил за 2 года мирным путем. Это большое дело, уважаемые журналисты. Не игрушки. Атамбаев и мой друг, и его друг. А бороться с друзьями очень тяжело. И он победил ради государства, ради интересов народа. Несмотря на то, что он друг, что он человек, приведший его к власти. Ради мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн ошо дос экенине, өзүн бийликке алып келген киши экенине карабай туруп күрөштү.